Ассаламу алейкум, ахват. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала. Я вчера выкладывал видео о том, что ищу людей, которые могли бы оказать помощь одной женщине в Пакистане. И я вчера недостаточно хорошо объяснил, в чем там вопрос. Давайте я сегодня объясню некоторые подробности, потому что люди звонят, пишут, спрашивают об этом. В общем, ко мне обратились родители одной молодой женщины, которая сейчас в данный момент находится в Пакистане, с их слов. Они рассказали о том, что в 2009 году их дочь вышла замуж за чеченца, который проживал здесь, у нас в Чеченской Республике. Они с мужем уехали тогда, в 2012, если не ошибаюсь, уехали в Египет. Муж уехал учиться туда, и получилось так, что вскоре, когда там начались некие такие конфликтные события в Египте, они для дальнейшего продолжения учебы переехали в Пакистан, так мне объяснили. В Пакистане они жили несколько лет, ну и получилось так, что ввиду того, что вот в том месте, где они проживали, там были проблемы со связью, видать, это очень бедные регионы. И они говорят, что в последний раз 24 июня их дочь вышла на связь по Telegram и сказала о том, что прислала сообщение о том, что муж ее где-то 2-3 месяца назад заболел какой-то лихорадкой, какой-то болезнью и скончался, что она осталась там одна с 4 малолетними детьми, старшему из которых 8,5 лет, что у нее очень нехорошее положение, и что там, где она проживает, даже нет связи, и для того, чтобы просто-напросто отправить сообщение или куда-то дозвониться, ей приходится ехать около 40 километров. Она сказала, вот то, что я сейчас вам говорю, больше информации, к сожалению, нет. В разговоре она, говорят, упоминала город Пешавар. Вот так вот. То ли она живет в самом городе, то ли живет где-то рядом с этим городом. Ну, значился так или иначе этот город. Другой информации, к сожалению, нет. Нет другой информации как у родственников вот этой молодой женщины, так и у родственников ее погибшего мужа. Вот такая вот ситуация. Поэтому для того, что у нас есть что? У нас есть только телефонный номер, с которого она 24 июня отправила вот это вот сообщение через Telegram. Больше, к сожалению, никакой информации. Ну, есть фамилия, имя, отчество этой женщины. И вот буквально сегодня мне обещали прислать ее фотографию. Другой информации, к сожалению, нет. Вчера со мной вышли на связь из Европы наши соотечественники. Там 2 человек вышло на связь. Они как бы взяли у меня информацию, сказали, что будут над ней работать, обещали сделать все возможное. Но если есть другие люди, которые также могли бы помочь в этом вопросе, у кого есть какие-то контакты, связи в Пакистане, которые могли бы в этом плане помочь, было бы, конечно, очень хорошо. Для этого я вам сейчас эту информацию передаю. Итак, есть фамилия, имя, отчество, есть номер телефона, с которого она по Telegram связалась с родными и прислала сообщение, назвала город Пешавар, то ли в самом городе, то ли где-то в окрестностях, в принципе, было непонятно, и как бы никакой более дополнительной информации, к сожалению, не дала. У нее 4 малолетних детей, с ее слов, муж ее умер около 3 месяцев назад от болезни, и она осталась одна. Больше информации, к сожалению, не располагаем. Поэтому, если есть возможность как-то посодействовать в этом вопросе, пожалуйста, помогите. Мы, соответственно, будем обращаться через официальные органы, но если она не обращалась, допустим, в российские какие-то консульства или посольства, то информации о ней там не будет. Если она обращалась, то мы уже найдем нужную информацию и тогда дополнительно вам уже сообщим.